Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусства». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валерьян Гагин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь лучше. Такие гости у нас: Алиса Фокина, это руководитель лектория «Прямая речь» в Уфе, и Марина Насырова, школа программирования «Кадабра». Добрый день. Добрый день. По традиции мы начинаем эфир с новостей культуры, которые нам подготовили «Облака». Итак, скетчи Карла Лагерфельда выставлены на аукцион. Urban Culture Actions выставляет на продажу 125 набросков, сделанных Карлом Лагерфельдом. Рисунки чудом сохранились, поскольку дизайнер обычно выбрасывал свои скетчи, когда доделывал их. В интервью 2007 года журналу The New Yorker Карл Лагерфельд заявил о своей непреклонной позиции по поводу хранения архивов. «Я выбрасываю все. Самый важный предмет мебели в доме — это мусорное ведро. Я не оставляю после себя ничего, ни набросков, ни фотографий, ни одежды». Вот такой вот гений, который, увы, ушел из жизни 19 февраля 2018 года. Алиса? Открытие персональной выставки «Гипотеза» художника Романа Сайфуллина 23 апреля 18:00 в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история», Уфа, ВДНХ. На выставке представлены линогравюры, а также работы акварелью и мягким материалом, выполненные за последние 8 лет. Роман Сайфуллин, художник-график, член Союза художников, Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО, регулярный участник республиканских, региональных, всероссийских, зарубежных и международных выставок и конкурсов. Марина? Мультимедийная выставка «Авангард. Пространство цвета и формы» с 15 апреля в Центре современного искусства «Облака». Она включает в себя работы 12 художников, которые погрузят наших зрителей в мир сияющего цвета и революционных форм. Благодаря анимации пространственного видеодизайна зритель ощущает лиричность портретов Модильяне и встречает загадочных, исполненных цвета зверей Франца Марка. Дополненной прекрасной музыкой мультимедийное шоу наполняет галереи феерии цвета и формы, создавая полный эффект присутствия для посетителей. Приходите. Ура! А сегодня я пролистывал ленту Facebook, как обычно мы это делаем, с утра просыпаясь, мы же учимся, развиваемся, и мне попалась новость от Радуса. Во-первых, у него очень насыщенная программа апреля, и что меня зацепило, это то, что в мае 23 числа он привозит Софи Бугера. А Софи Бугера это уфимка, мы знаем, чья это дочка, но это очень талантливый исполнитель. Я очень хочу пригласить ее в эфир, и вам советую запастись билетами на ее концерт. Вот такие вот новости культуры, а плюсом уже на этой неделе лекторий «Прямая речь» нам привозит лекторий «Прямая речь» Дмитрия Быкова. Ура! Дмитрия Быкова. Когда, куда, во сколько стоит? Уже прямо завтра, сразу после Екатеринбурга, он будет выступать у нас. Мы очень ждем эту встречу. Встреча пройдет в комплексе Даска Гарден в банкетном зале White Hall. Начало в 19:00. Билеты от 1000 рублей, 1000 и до 2000 рублей. Слушайте, ура! Посетить обязательно нужно. Мы анонсировались, мы сделали объявление, а теперь к самому главному, к самому интересному. Как же люди учатся сегодня? Вы непосредственные участники процесса, организаторы процесса образования, обучения, развития людей. Скажите, пожалуйста, как он изменился, например, за период 20 лет? Как это было условно в 90-х, в конце 90-х? Как это стало сейчас? Какие люди приходят к вам? Зачем они приходят? Готовы ли они чему-то учиться? Есть ли от них какие-то запросы? К нам приходят люди, я считаю, те, которые уже состоявшиеся отчасти, скажем так. Именно в лектории «Прямая речь». За 2000 просто так с улицы не пойдешь. Да. Не только финансово, но и финансово тоже, конечно, но и такие люди начитанные, которые разбираются в образовании, которые разбираются, понимают, что может дать система, а что система не может дать. Приходят и просто как интеллектуально просто развлечься, как-то обогатить свое настроение именно интеллектуально. Если возрастную категорию учитывать, то тоже она разная, и дети, и взрослые. На Быкова к нам больше, конечно, такая более взрослая аудитория приходит.
К сожалению, я бы сказала, потому что мне бы хотелось все-таки видеть и молодую аудиторию Дмитрия Быкова. Слушайте, на молодую аудиторию неплохо собирают там Алишер Моргенштерн, Фейсы и прочие ребята, мне кажется, нет? Ну, вы знаете, вот, может, не стоит сравнивать, но все-таки хочется, например, вот в Ростове недавно, да, Дмитрий Быков собрал такую приличную аудиторию, делали про Гарри Поттера. Я считаю, это очень круто. Слушайте, ну про Гарри Поттера, может быть, не пришла молодая аудитория. Но мы делали перед этим запрос, как-то среагировали пока не особо, поэтому не стали рисковать. Скажите, вы сказали о том, что есть понимание, что система может дать, а что система дать не может. Так вот скажите, что система может дать, по вашему мнению, по мнению ваших гостей, а что она дать не может? Система образования имеется в виду. Не может дать, да, не может дать именно то, что хочет ребенок в частности, что хочет человек. То есть мы не можем определиться, находясь просто на школьных уроках, что мы действительно хотим, что хочет ребенок. А во время лекции может определиться? Да, конечно. Во-первых, здесь выбираешь, какую лекцию ты хочешь послушать, а какую нет. Хочешь слушать про космонавтику, пожалуйста, приходишь. Да? Хочешь про физику, приходишь. Хочешь, не приходишь. Ну да, вот есть Быков. Да, пошел к нему на Гарри Поттера, на анекдоты не пошел. Вот тебе. То есть есть выбор. Люди проявляют свой интерес к выбору. Слушайте, образование сейчас происходит, получается, по запросу, да? Набираешь то, что тебе интересно. Так? Да. Вот тогда вопрос к Марине. Скажите, а в программировании можно так сделать? Вот Можно. Можно. И на самом деле я, наверное, дополню, чем изменилось. Чем школа, там, институт — это все равно базис. Да? От этого отказаться мы не можем, это фундамент. Но мы не слышим действительно детей, мы не слышим запросы родителей. И у нас образование, оно системное, но не индивидуальное. У нас нет индивидуального какого-то вектора, нет дорожного карты для каждого ребенка. И вот сейчас дети, которые приходят обучаться к нам в школу программирования Кадабра, я достаточно много общаюсь с родителями, вообще выясняю, там, почему они пришли, что они хотят. И что радует, эти дети, они учатся не только программированию, они изучают китайский, они ходят на танцы, они, не знаю, там какие-то фольклорные вещи, да, там литература. То есть это тот процент людей, которые видят своих детей, чтобы они развивались гармонично во всех направлениях. Школа, к сожалению, пока, ну вот я не вижу, чтобы школа наша государственная могла это дать. Слушайте, а вот этим детям не очень сложно жить, когда они учат и китайский, и программирование посещают, и потом спорт какой-то? Они загружены, к сожалению, а может, к счастью. Они загружены действительно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, суббота, воскресенье. Но они счастливые. То есть если вы придете к нам, посмотрите, они счастливые, они довольны, они свободны. И, как правило, это дети, которые учатся, либо это интернет-образование онлайн, либо это какое-то домашнее обучение. Да. То есть, ну вот, по крайней мере, у нас сектор в Уфе это вот такой. Скажите, пожалуйста, правда ли сейчас, ну, по крайней мере, исследователи говорят об этом, а правда ли сейчас отношения между родителями и детьми, между отцами и детьми стали лучше, нежели чем, условно, было в нашей юности? И вот нет такого, знаете, конфликта, противоречия, интереса. Я считаю, да, лучше, потому что сами родители меняют свое видение к этому отношению, они сами развиваются, в том числе вот к нам приходят, они как-то объединяются. То есть они учитывают интересы и свои. Вот на последней лекции у нас была, наши был местные лекторы, преподаватель БГУ Исхак Фархудинов. У нас очень прошло, да, очень классно, кстати, вот мне как раз на эхо его рекомендовали. Дети были ровно так же с открытыми ртами сидели, как и их родители. Причем возрастная категория была интересна всем, и от 7 и до 15, и вот мамам. И дети задавали такие вопросы, просто прекрасные. И приятно было смотреть, что вот они как-то и объединяются, и они рассуждают потом, они потом обсуждают между собой, то есть ребенок и родитель. Я считаю, это очень хорошо. Скажите, получается, для того, чтобы ребенок успешно учился, родителю тоже нужно постоянно развиваться? Да, конечно. Ленин был прав в свое время. Учиться, учиться и учиться — это все-таки фраза, она вот еще будет жива. Я не знаю, в каком контексте сказал Ленин учиться, учиться, да. Еще раз учиться. И что он имел в виду? Да, и где он был прав, я не знаю. Если смотреть на прошедшие 70 лет, ну, прям вот ошибся, чувак. В чем-то. Скажите, пожалуйста, взрослый человек, который занимается образованием ребенка, когда он работу успевает? Мы мероприятия проводим вечером, если это рабочий день. Как раз к нам приходят те люди, которые ценят досуг.
Именно вот, то есть вообще, знаете, я бы сейчас сравнила лекции ничуть не хуже, чем сходить посмотреть какое-то качественное кино или даже в театр. Ну да, мы видим снижение посещаемости кинотеатров, да. Потому что прослушать... Мы работаем на качество, и я вижу, что людям это нравится, и как они потом обсуждают это. Слушай, получается, и досуг изменился формат, по вашему мнению, да? Я считаю, да, меняется. Это прям часто тенденция набирает обороты. Я прям это вижу по прошедшему году. Насколько вот разница, когда мы начинали, и вот сейчас. Марина, а в вашей отрасли у вас спрос высок на ваши услуги образовательные? Растет, меняется, падает? Ну, скажем так, мы открылись в июне 2018 года, то есть нам еще нет и года, да, но эта тема такая развивающаяся. Чем больше мы рассказываем о необходимости получать навыки в цифровых технологиях, тем больше к нам приходит, тем больше остается, тем больше учится. То есть все равно мы движемся в сторону диджитализации, цифровая экономика, все, что с этим так или иначе связано, и эти навыки, они необходимы. И хотя бы базис какой-то получить стоит. Скажите, а родители учатся у вас или у вас только... У нас есть курсы «Родитель-ребенок». Мы их запустим в ближайшем будущем в Уфе. Они сейчас есть в Москве. И это будет хороший формат, когда и родитель, и ребенок на одном курсе могут Учатся программировать? Да. Ничего себе. С какого возраста можно к вам ходить? С 6. Класс. Марин, скажите, а вы сами развиваетесь, ходите куда-то, посещаете, вот к Алисе, например, приходите? Я ходила к Алисе, в частности, мне очень понравилась Елена Новоселова. Это была первая встреча с Алисой и с Еленой здесь в Уфе. Мне нравится этот формат, он не зашорен, да, то есть это что-то новое вообще для региона, и это возможность расширить рамки. То есть совершенно точно, что мы здесь не получим какие-то академические знания, но как расширение своих рамок, расширение кругозора, я думаю, что это вот, так в моем понимании, must-have. И когда мои знакомые друзья говорят, что в Уфе ничего интересного не происходит, я начинаю, на самом деле, так вот немножко с пены у рта доказывать о том, что да посмотрите, сколько всего интересного. И я рекомендую, на самом деле, всем сходить. Там, Быков, не Быков, да, это, наверное, второй вопрос или там первый вопрос. Но вот это формат, который вовлекает, и это возможность с детьми обсудить потом, что понравилось, что не понравилось, там, что цепляет, не цепляет. А можно и с учителем, если встреча бывает, допустим, на Колмановского мы делали встречи классами. То есть классом приходишь, а потом с учителем обсуждаешь. И учителя приводили своих детей? Да, либо родители приводили, вот прям целый класс. У нас, кстати, замечательно прошло это мероприятие про плохое по биологии. Вот, целыми классами приходили, а потом уже можно обсуждать. Скажите, я считаю, это тоже прекрасно. Вот система образования российской, по вашему мнению, ее нужно полностью перестроить, или же она в каком-то виде будет существовать как вот необходимое зло такое, неизбежное? Ты должен эти 11 лет... Какие вы каверзные вопросы задаете. Ну а как? Если менять, то менять точно надо все кардинально. Что-то как-то понемножку, мне кажется, смысла нет. Но реально ли это? Вот в чем вопрос. А как должно быть? Вот по вашему мнению, как должно быть? Вы люди, которые на острие спроса, вы понимаете потребности людей, потребителей, конечно. Я считаю, должно быть так, что нужно в первую очередь учитывать интерес ребенка. То есть если мы видим, что он не понимает, он физику не хочет, не интересно, а любит он там литературу, значит, нужно... Совсем не учить физики? Нет, совсем, конечно, нет. Но все-таки больше делать акцент на литературе. Я считаю так. Вы знаете, я здесь, наверное, вот хотела бы вернуться к советской системе образования. И есть примеры, ведь когда Европа, я сейчас точно не скажу, приняла старые наши стандарты. Советское образование не совсем... Оно качественное. На мой взгляд, оно было качественным. То есть были знания, люди выходили грамотные, развитие со всех сторон. Другое дело, что сейчас мы поэтому живем... экономика рухнула, да? Потому что здесь нельзя сравнивать. Я думаю, что брать... Люди же сделали, нет, экономику? Я думаю, что там много факторов, не только образование. То, что сегодня, на сегодняшний день... Вот поспорил. Смотрите, наш любимый фильм, который мы каждый Новый год смотрим, так вот там говорится, что ошибки учителей стоят дороже, чем ошибки врачей. Помните эту фразу? Обходятся значительно дороже. Вот это вот разгул преступности в 80-х, 70-х годах, эти банды, которые заполонили нашу страну, организованное преступное сообщество, которые прям мешали жить и не давали жить. Это же все в Советском Союзе было после людей, которые прошли советскую школу, нет? Давайте по-другому поговорим. Вот если сейчас взять взрослого возраста, не знаю, там давайте возьмем 45-55 лет и возьмем там выпуск... Меня.
40 лет. И возьмем, не знаю, там выпускника текущего, ну пусть ему будет 25-27 лет, с кем вам будет интереснее поговорить с точки зрения, наверное, образования, насколько будет качественные знания, полученные тогда и сейчас. Слушайте, да? я не очень люблю своих сверстников, мне вообще молодые люди больше нравятся, честно. Ну, мне кажется, вот мое, это моя точка зрения, да, я думаю, что здесь нет смысла там... Дискутировать, да, конечно. Моя точка зрения, что советская система где-то была хороша, и имеет смысл к ней там пересмотреть. Чего нам не хватает? Нам не хватает индивидуального подхода. Слава богу, есть онлайн-образование, слава богу, есть какой-то там, не знаю, интернет, есть возможность выбирать, но это все стоит денег. Поэтому родители должны задуматься о том, что мы должны хорошо работать где-то, хорошо зарабатывать, что дать нашим детям возможность выбирать, пробовать и найти, по сути, свое направление. Я правильно понимаю, что хорошее образование должно стоить дорого, оно не может быть бесплатно? Да, да. А дорого это сколько? Это у каждого свое понятие. Хорошо, да. А есть какие-то у вас цифры, ну, например, мировые, что там, условно, там, в Великобритании образование обходится в какую-то сумму, в Китае в другую? Вот. Не сравнивали никогда? Нет, не смотрела. Да, Мне кажется, это вот чертовски интересно для следующего эфира поговорить, там, расширенно на... В чем вообще, сколько же должно стоить образование и сколько у нас обходится образование для наших детей условно бесплатно? Оно ведь платное, Да, по факту? кстати, условно бесплатно, это интересно посчитать, сколько оно потом Сколько уходит на самом деле. На ребенка это подушевое финансирование, все очень классно. Скажите, пожалуйста, а чего вот прям критически не хватает в плане образования, по вашему мнению, в Уфе? Какие есть свободные ниши? Как вам думаете? Не хватает живых преподавателей, я в кавычках, да, живых. Вот не хватает открытости, не хватает драйва, много отчетов, да, не хватает современности, много отчетов, много бумаг. Сами преподаватели, учителя об этом говорят. То есть вот и вроде как движется в сторону оцифровки, да, каких-то вещей и снять с них этот груз, но пока это все на уровне обсуждения. Если есть отчеты, то творчество оно обычно забивается. Действительно, вот, может быть, они хотят быть как-то более к детям ближе и современнее, но вот эта система как раз-таки бумажная, вот она действительно мешает. Просто некогда. Я наблюдаю, ну, нельзя сказать, что это прям бум-бум, но открытие происходит, открытие частных школ. Они, интересно, также погружены, погрязли в отчетах, или же у них там другая система? Ну, я думаю, нет. Во-первых, у них, естественно, и загруженность меньше, там количество человек по 15 человек. Ну ладно, фантазировать не будем, все-таки вернемся к форматам интересным и тем, по сути, тем, чем занимаетесь вы. Скажите, Алис, по всему миру происходят такие вот гастроли в формате прямой речи, Виктория? Ну, не скажу, что по всему, но есть в Лондоне, есть в Израиле, есть в Германии, по России уже достаточно много городов, и Сочи, и Краснодар, и Ростов-на-Дону, Екатеринбург, ну вот у нас в Уфе уже второй год. Я недавно разговаривал с КВНщиками, они говорили о том, что КВН — это абсолютно локальная российская история. А вот лектория — это локальная российская история или же это прям вот какая-то мировая штука? Ну, я не скажу, что мировая. Может быть, как-то похоже на формат TED. Он все-таки мировой, да, скажем? Да, так? конечно. Это... Ну, там больше про жизненный опыт рассказывается вроде как. А здесь вот именно про науку. Наука... Каким доступным языком, да? Да. Ну, интересно, кстати, формат этих сайенс-слэмов, о которых мы тоже как-то недавно общались. Это же штука, которая тоже набирает популярность, посетителей. Прям давка была в огнях Уфы, когда проводился вот это вот выступление с нашими. Не попал. Я тоже не попал, потому что знал, что там давка. Нет, конечно, шучу, я очень хотел. Ребята, на самом деле, безумно талантливые. Кстати, возможно, это вот как раз те будущие преподаватели, которые, как Исхак Фархудинов, будут зажигать прям сердца. Надеюсь, по крайней мере, на это. Потому что, если не уедут. Скажите, а вот на кого сложнее собрать? На местных спикеров или на приезжих? Знаете, такой вопрос немножко... Если в плане просто аудитория, ну, естественно, звезду легче собрать, да? Но финансово, если это тоже интересно, то... Да, это очень интересно, конечно. Лично для местного лектория выгоднее местных собрать, понимаете, на местном, потому что, ну, мы же не оплачиваем. Райдера нет, да, селить никуда не надо, веселить не надо. То есть даже если сюда нужно собрать 200, а сюда можно собрать 20, и будет
неплохо. Слушайте, я недавно списался просто, мы дружим по интернету, с Ричардом Флоридой, это основатель, вообще человек, который ввел понятие креативная экономика, креативный класс. Говорю, сколько стоит пригласить тебя? Не буду озвучивать сумму, уже просто космическую. Мне кажется, надо Уфа-арену собрать, может быть, тогда окупите. У вас какой средний чек к спикерам? 250. 250 тысяч рублей — это сумма, в которой обходится привоз. Не средний, это как бы уже потолочная пока. А как ваша больше экономика? Пока невозможно. Знаете, лучше. Я помню, мы с вами встречались год назад, вы еще были так полны лучше. энтузиазма. Сейчас уже в плюсе? энтузиазм Да, упал? сейчас уже в плюсе. Энтузиазм не упал. Мне очень нравится, я буду продолжать. А будущее лектории каково? Знаете, мне очень хочется, чтобы у нас была прям вот своя площадка, чтобы был штат. Я прям мечтаю об этом. И бомбить ежедневно лекции, лекции, так же, лекции. как в Москве. У них за месяц проходит 35-45 лекций. Нон-стоп. Это же интересно, мне кажется, нет? Мне кажется, это очень безумно круто. интересно. Ты И в приходишь... рамках Башкортостана столько можно найти ярких спикеров, которые если есть возможность очень интересно с ориентироваться на местными. местное. А мы, кстати, сейчас ждем еще из Женевы. У нас будет 2 мероприятия. Для детей будет про черные дыры из зарождения Вселенной. У нас будет научный сотрудник Института ядерных исследований ЦЕРН. Коллайдера, который Да. прекрасный. Женева. Большой Будет- андроид. Да, будет для взрослых мероприятий и для детей отдельно. Это уже ближайшие 24 и 29 апреля. То есть не только московские звезды. Классно. То есть Да. вот на эти мероприятия придет полным составом школа Кадабра, насколько я понимаю. да? О, это прям наша тема, да. Мы будем только рады. Марин, понятно, что Алиса приводит актуальных, интересных спикеров, которые, по сути, определяют будущее, да, формируют будущие специальности и навыки. А вы как учите людей? Я по своему опыту программирования помню, что язык программирования, который ты учишь, он будет работать максимум год. Как мы учим, у нас есть... То есть 6 лет, впереди еще 12 для того, чтобы работать в лучшем случае. 12 языков. Знаете, мне кажется, здесь основная задача, на самом деле, нас, и я в это верю, замотивировать детей, да, чтобы у них появилось желание учиться и дальше. То есть вот, чтобы у них глаза загорелись, скажем так. У нас есть описаны материалы, преподают ребята, выпускники либо студенты текущие разных университетов. Делаем очень такой большой этап отбора, обучаем их. И формат, то есть у нас есть, по сути, как бы рассказывают, показывают, пишут коды, делают свои презентации, и мы вовлекаем активно родителей в некий формат хакатоны, олимпиады, презентации, все что угодно. Родители изначально сопротивляются таким подходам, потому что обычно любят позицию, когда дети выступают, а родители такая высиживающая позиция, да, понаблюдать. Но я категорически против. Я за то, чтобы все-таки родители вовлекались в процесс. Получается очень неплохо. И правильно. Да. А вот родители ваших детей меньше детей критикуют за то, что они постоянно сидят в смартфонах, или так же? Мне сложно судить, но вот за те 3 часа, во-первых, что они с нами проводят, у нас занятия 1 раз в неделю 3 часа, смартфона, если достают, то, значит, с точки зрения вот какая-то такая творческая составляющая. Включили наушники, и они вот под эту музыку, по какой они слушают, они делают свои проекты. Когда проходит учебный сам процесс, мы мобильные телефоны просим убирать, либо включать на беззвучку, чтобы не отвлекал. А когда они делают свои проекты, они могут и включать мобильные, и там... Скажите, а вот это глобальная, условно, борьба некоторых с использованием техники постоянным, регулярным, с ростом времени, которое вы проводите, это актуально времени, или же это актуально вот какому-то видению консервативному людей, которые считают, что люди на счетах должны считать? Нет? Все зависит от родителей. Но это хорошо или плохо? У вас хорошо, это плохо, не знаю. Вот. Но я не против, чтобы у меня ребенок там находился в YouTube, смотрел какие-то стримы, потому что он оттуда может вытаскивать что-то интересное, стратегическое, к примеру. Кто-то смотрит стримы некачественного контента, значит, надо запрещать и ставить какие-то программы, которые там будут изолировать, скажем так. Да. Возможностей много, и, слава богу, мы сейчас живем в том мире, когда основная задача каждого — это учиться. И учиться, прежде всего, должен родитель, а тогда уже и ребенок подтянется. Друзья, радийный эфир подходит к концу, и прозвучала основная фраза. В современном мире необходимо учиться. Это единственный способ в нем выжить. Выжить и жить интересно. До новых встреч, а мы уходим в эфир социальных сетей. До свидания. Никакого секрета.